Я приветствую всех, друзья. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкели. Сегодня 5 сентября, вторник. И, как обычно, в это время мы выходим в эфир для того, чтобы прокомментировать ситуацию, которая произошла в стране и в автономии. Не мы комментируем, а комментируют наши гости. Как обычно, призываю вас подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей услышат правду о том, что происходит в автономии в стране, и правду о войне в Украине, которая, к сожалению, продолжается. Украина продолжает защищать свою независимость и территориальную целостность, да, и эта война непременно, безусловно, влияет и еще будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас передача, как обычно, 3 гостя. В первой части выпуска у нас депутат парламента Уазу Нантой. Мы с ним поговорим о ситуации, которая сложилась в Гагаузии, потому что конфликт в Народном собрании вокруг назначения или утверждения исполнительного комитета не прекращается. И как Кишинев, в частности, глазами Уазу Нантоя, а может быть только Уазу Нантой, видит ситуацию, которая сложилась сейчас в Гагаузии. Во второй части выпуска у нас будет политолог из Киева Дмитро Левусь. С ним мы поговорим о том, почему или по какой причине, с его точки зрения, не состоялась зерновая сделка, которую обсуждали сегодня Эрдоган и Путин. В третьей части выпуска у нас будет примар села Бежгёз Николай Георгиевич Гатишан. С ним мы также поговорим о ситуации, политическом кризисе в Гагаузии и как на этот кризис смотрит в частности Николай Георгиевич и, может быть, расскажет некоторые инсайды из примарского сообщества. Не переключайтесь, скоро увидимся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с депутатом парламента от партии ПАС, господином Уазу Нантой, о ситуации, которая уже не одну неделю развивается в Гагаузии. Это политическое противостояние между Илоном Шором и Народным собранием. Да? Как это видится из Кишинева? И вообще хорошо было бы услышать мысли национальных политиков по этому поводу. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение принять участие в вашей программе. Ну, всегда рады вас видеть, господин Нантой. Я не знаю, по-моему, я вам этот вопрос еще не задавал, да, и как бы хотел бы его вам задать, если вы позволите. С вашей точки зрения, в чем причина конфликта между Шором и Народным собранием, да, и чего хотят стороны? Вот как вы это видите? Традиционно я не буду отвечать на ваш вопрос, а скажу то, что я хотел сказать. Ну вот видите, как у вас все получается. Да. Мне кажется, что сейчас перед нашими согражданами из гагаузской автономии, не перед Майей Санду, не перед румынским нациком Уазу Нантой, а перед нашими согражданами из гагаузской автономии возник вопрос: а зачем нужна гагаузская автономия и какой мы ее хотим видеть для нашего же блага? Да? Потому что, размышляя последнее время над тем, что происходит, я пришел к выводу, что то, что мы называем гагаузской автономией, оно построено, во-первых, на страхе. Это страх перед объединением с Румынией, страх и так далее, и так далее. Достаточно вспомнить, что в состав гагаузской автономии вошли населенные пункты на основе местных референдумов, которые, в общем-то, гагаузы там практически не жили, та же Ферапонтьевка, к примеру. Да? То есть это страх. Второй момент. Гагаузская автономия превратилась в инструмент самоизоляции от остального общества. И самое печальное то, что гагаузская автономия не возражает, когда ее используют в качестве инструмента противостояния с центральной властью. Но о чем говорить, когда я вспоминаю выборы Башкана Гагаузии, которые состоялись 22 марта 2015 года, когда фактически Кремль решил, кто будет Башканом Гагаузии. Потому что общественное мнение из гагаузской автономии было буквально изнасиловано агрессивной пропагандистской кампанией со стороны кремлевской администрации, которая сделала Ирину Влах Башканом Гагаузии. Взамен она, конечно, поклялась, что приведет гагаузскую автономию в таможенный союз, а за ней последует вся Молдова. Вот это ключевой момент. Да? За ней последует вся Молдова. Вот она сейчас пошла в национальную политику, книгу опубликовала свою.
Ну, есть такой способ вредить экологии, используя бумагу не по назначению. Понятно. Но и я возвращаюсь к тому, что когда смотришь на те исследования, которые проводит Главное управление, ну, других, не главных там нет, Главное управление образования, на каком языке дети разговаривают в семьях и так далее, так я не вижу, чтобы на протяжении практически 30 лет гагаузская автономия озаботилась именно гагаузскостью, то есть сохранение и развитие национального языка, традиций, культуры, идентичности при условии интеграции в молдавское общество. Хорошо, вот вы сейчас поднимаете очень такой фундаментальный вопрос. Это вопрос о том, как долго гагаузская автономия сможет просуществовать на карте без должного отношения к гагаузскому языку и без должного уровня, там, я не знаю, этнического самосознания среди гагаузов. Вот, например, Михаил Железовый недавно сделал пост и сказал, что хватит паниковать и там предрекать распад и исчезновение гагаузской автономии. Вот вы задаете эти вопросы. На эти вопросы должен отвечать не Кишинев, на эти вопросы должен отвечать кто-то в гагаузской автономии. У власти сегодня... Не кто-то, извините, а в обществе, в общественности должна быть инициирована дискуссия, спокойная, с аргументами, без воплей, без криков, без желтой заразы, без целования Путина в разные места, которые люди сами должны задать себе вопрос, а зачем нам нужна гагаузская автономия? Потому что вы сказали про карту, но есть такое, если карта не в электронном виде, на бумаге, то есть такое выражение «бумага все стерпит». Вот в России, там есть, говорят, даже федерация, и даже есть еврейская автономная область, правда, евреев там нет. Но, тем не менее, на бумаге все есть. И мы говорим совсем о другом, что надо что-то делать с этим страхом, с этой румынофобией, которая цинично используется политиканами для того, чтобы манипулировать нашими согражданами из гагаузской автономии. Надо перейти от политики самоизоляции к политике интеграции. Я подчеркиваю, не ассимиляции, а интеграции в молдавское общество. Да? И, конечно, надо пресекать все эти попытки, когда жители автономии используют в качестве инструмента для достижения каких-то антигосударственных целей. Будь то Ирина Блах в 2015 году, будь то Илон Шор вот сейчас. Ну, не был бы Илон Шор, был бы там Григорий Узун или как его, как говорят по-русски, хрен слаще. Да. 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 Ну хорошо, господин Анатолий, вот такой момент. Мы с вами говорили на этот счет еще в других эфирах. Вот вы, да, я согласен с одной стороны, что там движущей силой того, что стояло в основе создания гагаузской автономии, была румынофобия, безусловно. Но и боязнь развала Советского Союза. То есть, как бы, по сути же, люди выходили за защиту Советского Союза, вы же помните, да? Да, Что-что? Безусловно, я даже помню 19 августа 90-го года, когда была провозглашена так называемая Гагаузская республика в противоречии со статьей 78 Конституции Советского Союза, в которой гагаузы просились в состав обновленного союза. Но союз викнулся, как говорят современные. Ну вот в 2022 году, 24 февраля, стало окончательно, что восстановление Советского Союза в той или иной форме невозможно. Может быть, сейчас как бы это тоже такой момент, когда появились условия переосознания, да, что как бы Советский Союз или возрождение этого союза в той или иной форме, о котором мечтали в Гагаузе, это невозможно и нужно что-то каким-то образом смотреть в другую сторону? Или как вы смотрите? Не настал ли момент для гагаузского сообщества? С вашей точки? Я не то, что достаточно пессимистичен, я достаточно реалистичен. Да. Потому что, когда говорят, например, про врачей как профессию, да, вот врач-психолог, а есть врач-патологоанатом. Да. Обычно патологоанатомы реже ошибаются с диагнозами, чем... Да. И когда на митинге выходит мужчина в расцвете сил и кричит, чтобы, если бы не железная путинская рука, мы бы сейчас говорили по-румынски.
Это же было. Это было просто вопрос, как бы, Нет, у меня встречный вопрос, какая нет. разница, мы все равно не говорим по-гагаузски, да? То есть... Не-не-не, когда депутат Динжос по-гагаузски говорит, когда придут русские, мы их встретим тремя как, Абернек, Иверма и Каурмой, то у меня нет никаких иллюзий на предмет того, что вот эти индивидуумы сядут, задумаются, посмотрят на преступления, совершенные путинским фашистским режимом, почешут репу и скажут, да, наверное, мы заблуждались. Нет, у меня нет никаких иллюзий. К сожалению, у нас 1/3 наших сограждан, скажем так, это совершенно неправильно, когда говорят, находятся под влиянием российской пропаганды. Нет, у них так мозги устроены. Точно так же, как кто-то идет в шахматиста, а кто-то идет в каратиста. Понимаете? Поэтому... Тогда, хорошо, тогда кого вы задаете вопрос в гагаузской автономии, да, в данном случае? Или кому адресуете вот эти ваши мысли и идеи? Во-первых, мы с вами прекрасно знаем, что в гагаузской автономии есть немало людей, которым стыдно за то, что происходит. За то, что выборы в гагаузской автономии, как правило, превращаются в аукцион, где кто больше заплатит избирателям, тот и, да, которым стыдно за то, что наши сограждане из Гагаузии, как и наивные дети, ведутся на какие-то байки про аэропорты и космодромы. Да? И я, в общем-то, рассчитываю на то, что, я повторяю, я никого не посылаю ни на баррикады, ни на революции, но я считаю, что когда я говорю, что в гагаузском обществе должна быть инициирована широкая дискуссия, то в этой дискуссии должны принимать не только участие, не только проплаченные провокаторы, да, но именно те, которым стыдно за то, что происходит, именно те, которых душа болит за то, что есть риск, сохраняется серьезный риск исчезновения языка, культуры, самоидентификации и так далее. И эти люди не должны ждать ни соровских грантов, ни указаний от Майя Санду или Уазу Нантоя. Это должна быть гражданская инициатива. И я очень хотел бы, чтобы в автономии такие дискуссии кто-то инициировал бы, потому что остается только сожалеть, что информационное пространство оккупирует те люди, которые, в общем-то, до сих пор создавали тот имидж автономии, который мы имеем. Поэтому здесь нет простых решений. Я не говорю о том, что центр должен там что-то сделать. Нет. Самые жизнеспособные решения – это те, которые как-то появляются снизу. Да? И тогда центр может участвовать в этом диалоге. Можем сесть, обсудить, что можно делать с этим законом 1994 года, который безнадежно устарел. Любой минимально грамотный студент 3-го курса юридического факультета вам скажет, что этот закон безнадежно устарел, что жизнь ушла далеко вперед. Но мы предпочитаем переплевываться через политические заборы, показывая пальцем друг на друга. И, в общем-то, здесь, в этой ситуации, есть один крайне неприятный момент. Некто Бернард Шоу сказал, что демократия – это тот механизм, который не позволяет людям жить лучше, чем они того заслуживают. И если мы хотим жить лучше, да, хотим, чтобы молодежь имела будущее в этой стране, чтобы у нас задышала экономика, чтобы нас стали уважать, так как мы хотим этого достичь с таким уровнем или антиуровнем гражданской и политической культуры? Когда центральную власть, избранную большинством граждан Молдовы, называют «желтой заразой», и когда президент страны посещает народное собрание, за которое лично почти 1 миллион голосов, так называемые народные избранники ведут себя как абсолютно безобразно, ниже плинтуса, как говорят современным языком. В этой ситуации трудно рассчитывать, что появится симфония во взаимоотношениях между центральной властью и автономией, и появятся инвестиции, инфраструктура, рабочие места, и появится оптимизм, который нас объединит.
Пока что мы имеем то, что имеем. Ну хорошо, эти дискуссии должны инициировать, не знаю, там, люди, которые качественно отличаются от того, что мы имеем в Народном собрании. А вот с тем, что происходит в Народном собрании, с этим что? Ну, за это надо платить. За это надо платить. Но при этом я говорю, когда к Народному собранию, к зданию Народного собрания привозят автобусы так называемых протестующих, да, народ возмущается, что это не из автономии, что они проплаченные, что они по указке Шора там атакуют Народное собрание. Но я повторюсь, даже когда был Плохотнюк, да, преснопамятный, захваченное государство и так далее, в молдавском обществе сохранился сегмент, который открыто, жестко и аргументированно критиковал этого Плохотнюка. И именно молдавское общество мобилизовалось и на выборах 15 ноября 2020 года избрало Майю Санду, потому что хотела избавиться от позора захваченного государства. Вот я хочу видеть, что в Гагаузии, в гражданском обществе, местном, будет слышен голос этих людей. Я не призываю к тому, чтобы кто-то врывался в народное собрание, там что-то. Но граждане имеют право оказывать давление на своих избранников не только в той форме, которую делает Илон Шор через своих проплаченных агентов. И пока этого не будет, и у меня нет никаких иллюзий на предмет поведения народных избранников из Народного собрания. Хорошо, а вот какова позиция в данном случае Кишинева? Как будет действовать Кишинев, с вашей точки зрения? Ждать, пока не появится в Гагаузии гражданское общество? Когда вы говорите Кишинев, я, конечно... Нет, я скажу конкретно, что я имею в виду под Кишиневым. Я не имею в виду институты власти, имеется в виду прокуратуру, там, суды. Я не имею в виду там бюрократию. Я имею в виду людей, которые политически управляют страной. Потому что, к сожалению, Молдова еще не окрепла как государство, и оно управляется вручную теми, кто находится у власти в правительстве, в президентуре и так далее. Такова молдавская реальность. Я вот это под этим имею в виду Кишинев. Я хочу быть правильно понятым. Я критиковал своих молодых коллег, и сейчас, в общем-то, с большим опозданием, в 2 года как минимум, да, у нас начата дискуссия, что можно было бы предпринять. Да? И я повторюсь, сразу подчеркну, речь не идет о каких-то драконовских мерах. Нам нужен диалог. Мы хотим понять, что нужно сделать с образовательной системой в Гагаузской автономии. Почему, например, 1 сентября было указание из Главного управления образования, как провести первый урок в школе. Чтобы там не было, так сказать, обсуждения европейской перспективы, а взаимоотношения автономии и центральной власти, Гагаузская республика, непонятно, что такое, откуда оно взялось и что нужно обсуждать. Да? Очевидно, представители батальона Буджак должны были детям объяснять, что такое Гагаузская республика. Поэтому здесь мы обсуждаем эту ситуацию. Более того, мы не хотим, чтобы о наших шагах кто-то узнавал из уст Марии Захаровой или того же Константинова, или не знаю, как зовут эту госпожу, которая Башкан. Да? Мы хотим открытый диалог. Мы анализируем опыт Европейского Союза, различных автономий, распределения полномочий. Давайте вспомним, что 19 июня 2019 года премьер-министр Республики Молдова госпожа Майя Санду на инаугурации Ирины Блах, тогда в Гагаузии молчали, сколько людей вытащили на выборы, чтобы обеспечить ей победу в первом туре, да? Потом стали говорить об этом, да? То тогда госпожа Майя Санду обещала приступить к разграничению полномочий. Разграничение полномочий – это не то, что между председателем колхоза и бригадиром. Это несколько сложнее. Особенно с учетом того, что жизнь очень динамично развивается, процессы в демократическом мире. Поэтому мы
стали обсуждать эту ситуацию, но, повторюсь, без намерений кого-то там наказать, загнать под лавку и так далее, и так далее. Этот процесс пошел, и когда мы придем к каким-то выводам, вы будете одним из первых, кто узнает об этом. Процесс обсуждения внутри партии или какой-то диалог уже пошел с кем-то из Гагаузии? Нет, пока что это даже не внутри партии. Это партия плюс эксперты из гражданского общества. Вы знаете, что интерес к автономии, он существовал всегда. Другое дело, что он не всегда разделялся властями. Потому что власти, как я говорил много раз, прибегали в автономии только перед выборами. Голосуй за меня, и я тебе приведу в счастливое путинское стойло. Мы хотим отказаться от этого. Этот подход никогда не был, скажем так, эксперты из гражданского общества. Мне не нравится этот термин. Просто люди с активной гражданской позицией давно обсуждали эту тематику, и мы в том числе и с ними обсуждаем различные варианты, как нужно, что нужно делать в области культуры, в области масс-медиа, в области образования. То есть кто-то из Гагаузии участвует в этих дискуссиях, как бы, ну просто так? Пока нет. Ага. Нет, но вы знаете, когда вы говорите кто-то из Гагаузии, в Гагаузии просто тоже есть эксперты, как бы, я не знаю. Нет, безусловно. Когда-то я сказал, что политолог – это самое безответственное занятие. Мы хотим работать все-таки с людьми, которые знают больше и более глубоко проблему прав человека, проблему меньшинств, проблему распределения полномочий, опыт европейских автономий. И поэтому это такой процесс, который не предусматривает радикальных мер, никто не намерен рубить с плеча, особенно в ситуации, когда здесь не только нужно... Я всегда говорил, когда в автономии кто-то кричит, что вот, Кишинев потирает ладошки и злорадствует. Нет, мы не злорадствуем, мы очень хотим, чтобы Евросоюз начал переговоры с Республикой Молдова о вступлении в Евросоюз. Это значит, что мы берем на себя обязательство стабильности функционирования институтов правового демократического государства, гарантирования прав человека, гарантирования обеспечения прав меньшинств. И когда мы говорим про этот первый политический критерий для вступления в Евросоюз, он должен действовать на всей территории Республики Молдова, в том числе и в Гагаузской автономии. Поэтому нельзя говорить о том, что мы намерены в Европейский Союз идти, а склока с Гагаузией должна быть где-то за кулисами. Такого не бывает. Нам склоки не нужны. Господин Антой, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, поводы будут оптимистичны. Я тоже на это надеюсь. Спасибо. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска у нас политолог из Киева Дмитро Левусь с паном Левусем. Я предлагаю поговорить о результатах переговоров Эрдогана с Путиным и о политической ситуации, которая сейчас возникла в Украине перед выборами, которые должны состояться в следующем году. Дмитро, витаю. Да, витаю. Ну, такой, как бы, широкий спектр тем, в принципе, да, накопилось очень много. Вот сегодня появились новости, что Эрдоган полетел к Путину в Сочи. Что-то они там встретились, обсуждали зерновую сделку, но не договорились о продлении зерновой сделки. С вашей точки зрения, в чем причина? Я думаю, причина, если коротко говорить, в том, что несерьезные предложения Путина и однозначно не гибкая ее позиция России. Да, то есть, а если серьезно, то, если не коротко, да, то... Давайте, в чем не гибкость и в чем несерьезность предложений? И какие были предложения, с вашей точки зрения?
Да, ну, во-первых, начнем с того, что сколько русские хорохорились и кичились тем, что вот сейчас возьмет и поедет Путин непосредственно в Турцию, и там как встретится, и, скажем так, это вызывало, да, определенные какие-то, ну, настороженности в Украине и в мире. И он не поехал. Почему? Потому что у него в активе, так сказать, ордер на арест от Международного уголовного суда. И понятно, что в Турции вроде бы это не грозит ничем, но то есть это огромная токсичность. Вот приблизительно, вот Путин сейчас токсичен лично, как такая бочка с радиоактивными отходами из Чернобыля откуда-то. Да? То есть, и вот эта бочка прилетает в Турцию. И понятно, что после этого, да, ну, вряд ли там его арестовывали, но то, что эта токсичность, после которой очень долго надо отмывать свою репутацию перед западными партнерами Эрдогану, это однозначно. Поэтому я думаю, что... Это скорее не нужно Эрдогану приезд Путина. Это скорее всего уже, да, скорее, что это было не нужно Эрдогану. Скажем так, понятное дело, что достаточно такие условные, как их можно, евразийцы, да, в Турции они достаточно сильны, и сторонников там сближения с Россией тоже достаточно, но однозначно это очень и очень невыгодно и очень опасно, да, поэтому, то есть, скажем так, это тяжелое, был бы очень тяжелый визит непосредственно для Эрдогана и для того, как бы это, для последствий, которые, ну, и так с Западом отношения достаточно тяжелые, и очень много проблем, связанных в том числе и с правами человека, да, о которых регулярно Турции напоминают, о несвободе там, в плане прессы и еще каких-то там вещах. И тут естественно, что реакция будет именно такой. То есть, поэтому вот это один момент. А второй момент, да, Россия, кстати, накануне демонстрировала такую определенную как бы гибкость, связанную с тем, что есть определенная поддержка тут со стороны, например, ООН, да, о том, что вот зерновое соглашение должно работать. Но и если раньше русские заявляли однозначно о том, что вот необходимо снятие санкций там, с Россельхозбанка, разрешение о там, торговле удобрениями, открытие аммиакопровода, то есть там таких набор хотелок очень серьезный, то где-то последний месяц речь пошла о том, что там, ну, не с самого Россельхозбанка, там, с его дочерней компании в Европе снять там санкции, то есть чтобы, хотя по большому счету, в общем-то, это означало одно и то же, как-то вроде бы как немного тише все стало. Но очевидно, что это было, скорее всего, все-таки такая игра. Да, почему? Потому что, то есть, демонстрировали ну, абсолютную неготовность, да, к компромиссу. Россия, кстати, ее регулярно демонстрирует, неготовность к компромиссу. То есть... Ну хорошо, там озвучивают, во всяком случае, я читал, из того, что я успел почитать, там два таких типа аргументов. Первый больше эмоциональный. Тип аргументов это о том, что Путин недоволен тем, что Эрдоган впустил Швецию в НАТО. Да. НАТО. Да. Второе, то, что Эрдоган позволил Украине забрать бойцов Азова, которые были переданы Эрдогану, грубо говоря, на, ну, как бы отбывать там какую-то, не знаю, изоляцию какую-то, да, то есть, как бы, вполне возможно, это было условие. То есть, бойцы Азова были отпущены России, но с условием, что они будут пребывать все это время в Турции. Эрдоган их передал Украине. Это очень сильно обидело Путина, вызвало бешенство, да, и вот он таким образом мстит Эрдогану. Другой момент рациональный, да, что как бы Украина основной конкурент России на рынке зерна. Да. И Россия таким образом вытесняет главного конкурента на рынке зерна и теперь может продавать свое зерно гораздо дороже. В этом году у России, я так понимаю, эксперты говорят, что второй по количеству урожая зерновых после прошлого рекордного года. Поэтому как бы таким образом
Россия решает устранять своего конкурента. Она закрывает Черноморский путь и оставляет Украине только путь через Дунай и сухопутный путь через Молдову и через Польшу. Ну, как мы видим, ракетными обстрелами по дунайским портам она тоже пытается отсечь этот путь для Украины. Вы к какому, скажем так, аргументу больше склоняетесь? К эмоциональному или рациональному? Ну, я думаю, что на самом деле все-таки все это имеет место быть однозначно по поводу вытеснения Украины с рынка зерна. Конечно, это. Более того, кстати, тоже скажу такую вещь, что все эти сказки про там якобы большие урожаи, это еще обеспечивается еще за счет грабежа украинских оккупированных территорий. Да, безусловно, да. Это тоже нужно учитывать. Да, да, происходит, кстати сказать, да, через Турцию происходит. Нет, это не сказки, это реальность, но это обеспечивается за счет украинского зерна. С Херсонщины, да, Запорожья. Да, Херсонщина, Запорожская область, да, конечно, вот в этом году вывезено уже то, о чем можно приблизительно говорить, 3,7 миллионов тонн зерна. Уже вывезено, да, с Украины через Крым. Там дальше, кстати, через Крым, через Мариуполь оккупированный и Бердянск, там действует этот теневой флот. То есть, флот, который вот плавает по Азовскому морю, выходит Черное, вывозит в российские порты, там перегруз происходит. Они выключают автоматическую эту идентификационную систему, то есть, что тоже нарушение является. Вот они таким образом перебрасывают, и вот так вот это выглядит. Кстати, покупают у фермеров по фиксированным ценам, и мне приходилось общаться с людьми, которые общаются с фермерами на оккупированных территориях. Там это большая проблема. Там опять же вот это давление на людей постоянное, которое с требованием перерегистрации, иначе земля будет конфискована. Да? То есть это сейчас вот эти выборы, которые 10, псевдовыборы, которые 10 числа, да, будут проходить, почему, то есть это насильно заставляют принимать участие. Причем, кстати, они уже идут неделю, то есть на самом деле, то есть все это уже происходит. То есть они в любом случае, там, хоть тушкой, хоть чучелком, но вот организовать явку. И на камеру показывают там этого местного коллаборанта, который с ящичком этим ходит, да, по домам, а за камерой там еще 3 держиморд с автоматами. Вот. Поэтому, да, конечно, это вытеснение, попытка вытеснения, тем более, что как по мне, да, заметна такая достаточно неконструктивная роль ООН в этом вопросе, то есть, который, считает, что в принципе, да, можно говорить об этом, что по явочным порядкам, если будет вот зерно просто попадать в Африку, и хорошо, да, каким образом, то есть, это не суть столь важно. Мое мнение, что Россия, да, вы правы абсолютно, Россия не заинтересована в действии зернового соглашения. Она это зерновое соглашение саботировала все то время, пока оно действовало, то есть гораздо больше кораблей могло идти, да, судов с зерном все это время, вот до 16 июля, пока оно действовало целый год. Поэтому я думаю, что вот это все-таки главное. Но, как по мне, на самом деле, в эмоциональном плане тоже, конечно, есть определенные вопросы. Я не знаю, насколько глубоко повлияло освобождение азовцев на Путина. Я думаю, что сильно повлияло. Но точно можно говорить, что он достаточно не уверен в себе, скажем так, он разозлен. Почему? Вот эти его эмоциональные где-то в 7-й раз с начала этого года рассказ о том, что его обманул Запад, но он даже не понимает, что он просто не солидно выглядит. То есть вот как диктатор с таким серьезным бэкграундом, кровавый, да, который всегда рассказывал о том, какой он мачо, какой он мужественный. И тут он в очередной раз, его, оказывается, опять как лоха развели, да, то есть по его вот этим же словам получается, то это он утратил нюх, да, как говорится. Вот, поэтому я думаю, что да, где-то имеет место и эмоциональное, и рациональное. Рациональное, я думаю, что больше, потому что тут видно же еще заметная и такая информационная операция содействия о том, что вот тут там
про сговор еще и России с Катаром, там как вот это перепродается зерно, ну то есть это все закидывается. Это, кстати, не значит, что этих вещей действительно нет, но там не настолько все однозначно. Украина, кстати, продемонстрировала, что на самом деле зерновое соглашение возможно без России. Да? То есть Россия пока что да, бомбит и портовую инфраструктуру, и, естественно, и на море она достаточно сильна, но не сравнить это с прошлым годом, все, что было. Да? И поэтому и суда идут вот новым маршрутом, пока что это не зерновые суда, то есть и пока что это только из Одессы, но уже 4 балкера вышло. Да? То есть и Россия, которая, кстати, я очень хорошо отслеживал по их прессе и телеграм-каналов, как они реагировали на вот это на движение первого балкера из Одессы. И чем это закончилось? Да ничем не закончилось. Как шли, так и идут. Да. То есть тут понятно, да, другое дело, что это не в Украину, там может быть и по-другому, но тем не менее, все выглядит так. Хорошо, а вот в связи с этим, как меняется роль Молдовы? Потому что мы видели, что там, я так понимаю, что появляется несколько разных зерновых соглашений, если можно это так назвать. Допустим, треугольник Молдова, Украина, Румыния, да, сухопутный коридор, да, в этом плане для доступа к румынским портам. Вот буквально недавно было сообщение о том, что там США модерирует вот это вот соглашение, заключение соглашения между Румынией, Украиной и Молдовой для транзита украинского зерна через Украину и Молдову, через Молдову и Румынию, соответственно. Вот с этой точки зрения, какова роль Молдовы для Украины? Я думаю, что роль может, конечно, возрасти в этом плане, но суть в том, что на самом деле, наверное, в любом случае вот эти дополнительные пути это не решение проблемы. То есть основная масса зерна все равно как шла, так и идет, должна идти через порты Большой Одессы. Да? То есть вот это Одесса, потом Черноморск, да, то есть вот это Южный, да, то есть это все так оно и должно происходить. То есть вряд ли тут в полном объеме можно вот этими такими заменяющими путями заменить, хотя, не знаю, я опять же не специалист, да, до конца в этом плане, поэтому тут сложно говорить. И, тем не менее, я, кстати, думаю, что вот в этой связи, что удары уже второй раз, падение шахедов на территорию Румынии, на самом деле может быть не какая-то случайность, да, а может быть и таким как бы предупреждением со стороны России, шантажом о том, чтобы не принимать участие в... Вы имеете в виду шахеды, которые упали в результате обстрела Рени, да, Измаила, да? Обстрела Рени, да, и достаточно такая беззубая реакция Министерства обороны Румынии, которая была, да, то есть о том, что вот, они не представляли угрозы. То есть первый раз это вообще было проигнорировано, как будто этого не произошло. Вот Сейчас оно, кстати, тоже проигнорировано, как будто непонятно, то ли было, то ли нет, хотя на самом деле есть видеофиксация, все абсолютно видно. Вот. И я думаю, что кто его знает, может быть это, во-первых, это однозначно проверка НАТО, насколько, как она, где готова реагировать со стороны России, может быть, да, и второй момент, это может быть, опять же, проверка, скажем так, предупреждение, давление, не принимать участие в зерновой сделке. Да, то есть я абсолютно допускаю. Поэтому однозначно должны быть жесткие реакции на действия России, потому что иначе они не понимают. Они реально считают, они это тогда, если реакции нет, они воспринимают как слабость. Жесткая реакция в дипломатическом плане, реакция со стороны НАТО, со стороны Румынии, со стороны Молдовы на все подобные вещи. А второй момент, это уже со стороны НАТО, усиление украинской противовоздушной обороны. Потому что фактически получается, что украинская противовоздушная оборона – это противовоздушная оборона еще и низовьев Дуная для Румынии на самом деле. Да, так получается. К внутренним украинским событиям. Господин Левусь, вот отставка Резника, министра обороны Украины. Можно ли это связывать с началом избирательной кампании? Потому что в следующем году, насколько я понимаю, должны пройти, или по плану должны пройти выборы президента Украины.
Ну, отставка Резникова, знаете, я бы не связывал. Почему? Потому что на самом деле о выборах, как по мне, вообще говорить еще рано. Да? То есть, ну, А вот, они будут, кстати, или не будут? Как вы думаете? я вам скажу, да, такой секрет, что вообще изначально речь шла о выборах в декабре. Да? То есть в политикуме украинском это тоже муссировалось. Но я тоже думаю, не будет большим секретом говорить о том, что это иногда достаточно часто возникает вот эта идея, но мое мнение нет, не будет. И, скажем так, я однозначно противник этой идеи То проведения есть не выборов. будет выборов, вы имеете в виду? Весной, ну, речь идет, да, об апреле 2024 года, если, да, то я думаю, что не будет, и не в этом не то, что проблемы нету, это трагедии в этом никакой нету, потому что, ну, на самом деле, ну, во-первых, да, вот просто к этой теме, да, вернемся, да, то есть откуда оно взялось, да, это после вот последняя такая ситуация, официально вот после высказывания Линдси Грэма. Это, кстати, достаточно забавно выглядело, когда Линдси Грэм проводит пресс-конференцию в бомбоубежище и говорит о том, что необходимо проводить выборы, да, вот в Украине. Почему? Потому что доказать, что есть демократия. Вот. Ну, это выглядит глупо, да, если говорить из бомбоубежища. Поэтому высказывание президента Зеленского в интервью, который достаточно конкретно, в общем-то, рассказал о том, почему и как, что это, какие есть проблемы. Да, проблемы есть вполне конкретные. 8 миллионов людей, которые не дома. 4 миллиона, которые находятся за границей, 4 миллиона, которые находятся в Украине. Несколько сот тысяч, да, там, ну, около миллиона, или там, понятно, да, это вот сейчас эта цифра называется, люди, которые служат в силах обороны Украины, которые находятся на нуле, которые находятся на фронте. Миллионы людей в оккупации. Вот так вот. То есть, как мы можем обеспечить всеобщее, ровное такое избирательное право, равное избирательное право? Как мы это можем обеспечить в этих условиях? В условиях продолжающейся российских ракетных ударов шахедами. Просто вот для примера, где-то с неделю назад школа в маленьком городе Ромны Сумской области. У меня просто товарищ оттуда, прямо из Ромнов. Это маленькая, небольшая школа, не центральная, не все. Туда прилетел шахед. Погибло 4 учителей. Они 20 числа вышли на работу готовить школу к учебному году. Там не было военных. Там военные были весной 22 года. Очень мало, буквально около недели их там не было. То есть тем не менее, да, вот так вот. Но школа была именно целью. Туда не куда-то случайно залетел этот шахед. Он специально по ней ударил. В условиях военного положения, в условиях продолжающегося вот этого российского террора можно обеспечить безопасность? Нет, нельзя. Что-то украинское законодательство по этому поводу говорит? Говорит более чем конкретно, что в условиях военного положения выборы проводить не надо. Да? Избирательный кодекс тоже поэтому достаточно конкретно высказывается. То есть есть несколько положений от Конституции, статьи, по-моему, 83 до ряда законов, которые, в общем-то, эту вещь объясняют. Да? Поэтому говорить о том, что почему я понимаю, что где-то тут Запад недостаточно хорошо понимает ту природу войны, которая у нас происходит. Да? Против нас Россия ведет войну на уничтожение Украины. И естественно, что они не будут останавливаться, их ничего не будет останавливать. И сорвать избирательный процесс, или даже не сорвать его, да, вот воспользоваться этим моментом, это однозначно. Другой момент, что какой уровень опасности у нас даже не сравним сейчас уровень опасности, когда вы часто пример в Израиле приводят, они все время в состоянии войны, они не в состоянии войны. Даже массовые обстрелы, которые происходят со стороны палестинской автономии, это летят не кинжалы и калибры с искандерами, это летят аналоги единично выпущенные ракет системы ГРАД. Да, там часто даже какими-то... Самодельные. Да? То есть, поэтому это разные вещи. Потом, опять же, в таких условиях войны, когда государство под угрозой, никто не был с 1945 года в Европе. Войну на Балканах, да, опустим, потому что тут немного другая ситуация. Вот. Но тем не менее,
в той же самой Британии с 1935 по 1945 год, ну вот получается, да, то есть 1935, тут в 1939 война началась, выборов никаких не происходило. Первые выборы прошли в 1945 году. То есть и все, и поэтому тут я, например, против, и президент, да, тоже, в общем-то, он конкретно объяснил, он, кстати, даже и по поводу денег, которые, средств, которые на это нужны, тоже сказал, да, как вот если на проведение выборов, которых их лишних сейчас нету. Есть еще один момент, я сейчас закончу. Да, если можно очень коротко, потому что там... Коротко, я думаю, что Запад очень часто еще и привязывается к России, потому что в России запланированы выборы на следующий год, и они считают, а какие же это выборы в России? Мы же все прекрасно понимаем. Так, о чем речь, да, мы понимаем, но тем не менее, вот с точки зрения именно вот обрядности, да, до сих пор вот это отголосок вот этого понимания, ну как же это, если вот Россия проведет, а Украина с ней в войне не проведет, но это же будет неправильно, это плевать на такую позицию на самом деле, да, то есть это однозначно, тем более, что это не выборы. Дмитро, благодарю за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию и желаем ВСУ скорейшей победы на поле боя, да, и создания условий, при которых военное положение будет отменено и могут быть созданы условия для проведения свободных честных выборов. Спасибо большое. Переможемо. Переможем. Спасибо. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с гостем, который у нас в студии, Николай Георгиевич Гатишан, примар села Бежгёз. Николай Георгиевич, приветствую вас. Да, добрый. Ну, прежде всего, спасибо большое, что пришли и согласились прокомментировать ситуацию. Давно вас не было у нас в студии, давно вы не комментировали ситуацию в Гагаузии, тем более накопилось очень много поводов, очень много событий, да, которые требуют комментариев, в том числе и человека, который управляет населенным пунктом, то есть кого-то из примарского корпуса. Вообще, в целом, если можно так вкратце, задам вам общий вопрос. Как вы оцениваете то, что происходит в Народном собрании, в исполкоме, и вот этот конфликт, который возник между избранным Башканом и, ну, уже утвержденным в должность Башканом, да, и Народным собранием, вокруг утверждения исполкома? Миш, спасибо за приглашение, спасибо за вопросы. Конфликт, назовем его конфликт, как вы назвали его, да, Международным собранием, исполнительным комитетом. Гагаузия не первый раз испытывает такие конфликтные, проходит через конфликтные ситуации между законодательным органом и исполнительным органом. По сути дела, мне так кажется, что само существование двух структур, двух институций, оно основано на конфликте, но оно основано на положительном конфликте. По большому счету, исполнительный комитет всегда должен стремиться, если так посмотреть, должен стремиться исполнять, исходя из наличия своих ресурсов. Депутаты, безусловно, аккумулируют те потребности, которые есть в населенных пунктах, требуют исполнения того, чего требуют люди. Никогда нет соответствия, ни в одной степени нет соответствия между желаемым и наличием ресурсов. Это конфликт извне. По сути дела, оно живет, оно везде, в каждой системе. Что касается нашего конфликта, здесь я соглашусь с вами, что это выходит уже за рамки. За рамки я имею в виду, когда конфликт перестает носить какой-то позитив, он несет даже не только негатив, он несет деструктив. Оно находится на грани фола, когда могут пойти невозвратные, безвозвратные движения, и мы можем потерять некоторые институции, помимо того, что мы теряем наш имидж. И потеряли его почти. Ну хорошо, этот конфликт, я не склонен его рассматривать как конфликт между Народным собранием и Башканом, потому что Евгений Гусев однозначно не самостоятельный человек. Голосовали за те обещания, которые дал Илон Шор. По сути, голосовали за программу Илона Шора. В принципе, как бы он так и сказал, голосую за нее, вы голосуете за меня. Вот этот конфликт между Шором и, по сути, начался с конфликта между Шором и председателем Народного собрания Дмитрием Константиновым. Если вы согласны рассматривать это именно так. Хотя мы видели, да, то есть объявили выборы, результаты выборов, Константинов сразу поспешил поддержать избрание Евгения Гуцул, даже был в Израиле и так далее. Вроде казалось бы, что все на воде. Что произошло, с вашей точки зрения? Я думаю, что поспешил поддержать, я не соглашусь с вашим утверждением, я думаю, что господин Константинов и поддерживал Гуцул и до выборов, до избрания. Это был просто процесс, он шел. То есть вы считаете, что он не работал на кредитор? Я думаю, что он работал на того, кого в конце концов избрали. Я думаю. Относительно конфликта, да, и следствием этого явилась, безусловно, поездка.
Возможно, изучить ситуацию, посмотреть, где что, как свести какие-то значит, акценты, проверить еще раз. Что произошло после дня инаугурации, скорее всего, что-то произошло. Я склонен расценивать это глубоким противоречивым, таким вот краеугольным какой-то искрой между местной элитой, политической элитой, которая сформирована здесь, в Гагаузии, и желаниями принесенной элиты, согласно партии ШОР, да, как мы говорим, запрещенной сейчас организации, да, навести свои порядки у себя здесь. Это видно и в процессе формирования исполнительного комитета, где, начиная с первого зама до остальных, ключевые фигуры распределены занимается, скажем так, не представитель местной элиты, а принесенная элита. Это категорически любая элита, давайте так, всегда защищает себя, свою территорию, своих людей, свои интересы, безусловно, свой народ. Поэтому это и есть, мне кажется, сейчас элита привнесенная, которая вдруг манны небесной вдруг стала, значит, у руля исполнительного органа Гагаузии. Я думаю, что происходят большие мутации и изменения в самой той структуре. Мы даже сегодня на заседании Народного собрания я почему-то почувствовал, что какой-то результат договоренности уже есть, и дальше пойдет процесс чуть мягче, чуть лучше. Что это навело? То есть, мне кажется, сегодня я получил такой вот сигнал какой-то, что, безусловно, ни о каком импичменте та сторона речи быть не может. Башкан должна отработать свой срок, да. То есть вы считаете, что Народное собрание не готово объявлять импичмент? Я сегодня, по крайней мере, если до сегодняшнего заседания я еще мог сомневаться, будет, не будет, но сегодня я понял, что практически подавляющее большинство Народного собрания, которое было создано, а я так где-то там насчитывал где-то больше 26-27 человек, да, которые были готовы к кардинальным изменениям. Сегодня что-то произошло, и я думаю, что Народное собрание готово работать с госпожой Башкан. Я думаю, что это правильная позиция, да. Единственное, что я не знаю, не вижу пока, что предложит та сторона Башкана, потому что сегодня была просьба Башкана отложить данную встречу, и вот с просьбой заменить некоторые ключевые фигуры, и по языку тоже в том числе. Но я думаю, что исполнительный комитет в лице его руководителя Башкана сделает кардинальные также изменения в структуре исполнительного комитета, дабы сохранить консенсус, да, и, скажем так, не попортить атмосферу в период местных выборов, потому что это очень опасный период для них в первую очередь. Я думаю, что такое перемирие, оно будет действовать до 6 ноября, до выборов в местные органы власти. Когда формируется уже местные органы власти, на мой взгляд, начнется вторая волна разборок, где примарский корпус, скажем, примары, руководители органов местного публичного управления должны будут притереться, должны будут найти свое место в этой системе, институциональной системе. Ну хорошо, не является ли это опасным прежде всего для тех людей, которые сейчас в Народном собрании, потому что они дают фору ШОРу подготовиться к местным выборам, выиграть эти местные выборы, да, и потом потихонечку приняться за Народное собрание? Михаил, я знаю, что немножко происходит там в глубине, населенном пункте. Да? Примар, по сути дела, управляет не только аппаратом примарии. Примар, это, кстати, уникальное управление, он управляет населением, которое ему административно не подчинено. В селе, скажем так, 2500 избирателей, примар руководит и аппаратом, руководит и ведет за собой село. Так вот, депутаты Народного собрания тоже не сидят сложа руки. Они тоже бывают в населенных пунктах, тоже говорят со своими сторонниками. Это так, где-то, может, на заседании где-то мирняк просветился, да? А так политическая борьба, она пронизывает всегда и во все времена и все слои, в том числе и сейчас. Просто, видимо, сейчас есть некая договоренность, переждать нет смысла во время местных выборов разбалтывать ситуацию, скажем так. Ну, я думаю позитивно, хотя всякие мысли одолевают. Я думаю, что сторона, я не говорю о партии, я говорю о конкретном лице, о Евгении Александровне, да, я говорю, что первое, что должна, наверное, что она пытается сделать, это стать самостоятельной политической фигурой, что априори невозможно ей стать таковым. Я не могу сказать о том, что абсолютные политические фигуры — это те, которые представляют элиту политическую, законодательную в Народном собрании. Я не до конца уверен, что эти люди тоже самостоятельно действуют в рамках этой территории. Они тоже, на мой взгляд, ангажированы.
Кем? Ну, мы всегда говорили, что ангажированные есть и внутренние, и внешние ангажаторы. Самый главный ангажатор – это финансы, зависящие от конкретно. Откуда поступают финансы? От местных экономических, скажем так, элит, или они поступают из центра республики, или поступают извне? Все каналы открыты. И есть влияние всех, на мой взгляд, есть влияние всех И вы каналов. хотите сказать, что вот это вот повлияло на изменение позиции Народного собрания? Я уверен, что повлияло на изменение и второй, и первой стороны. Именно этот фактор. Я, может покажусь пессимистом, но я в последнее время начинаю ощущать, что этот фактор является основным. Который То есть поэтому импичмент невозможен? Ну, импичмент невозможен по другой причине. Не только ввиду нехватки или мало. Да? Но, вы знаете, в импичменте заложен такой механизм, что после импичмента должен пройти референдум. Да, это очень сложный процесс. Референдум – это опять разбалтывание, опять раскачивание общества. Впереди местные выборы, впереди выборы в парламент, впереди выборы президента страны. То есть это очень долгий процесс. Если бы, на мой взгляд, завершу, если бы это закончилось бы импичмент только в стенах Народного собрания, я думаю, что импичмент был бы давно уже проведен. Нет, я понимаю, просто тут все пытаются понять. Вот этот конфликт, который возник между Константиновым, скажем так, да, и Шором, да, во-первых, насколько этот конфликт аутентичный, и насколько принципиальна позиция того же Константинова. Или там есть место для торга. И если есть место для торга, то вокруг чего идет торг? Ну, немножко неудобно, что я говорю, скажем, о председателе Народного собрания без него, но могу рассуждать об этом. Я Дмитрия Георгиевича знаю немножко. Он не тот человек, который бы не хотел бы быть в центре. Да, безусловно, когда приходит некая партия с некоторым своим президентом, который, безусловно, неопытный человек, безусловно, с первых дней для этой должности, скажем так, много еще надо сделать. Безусловно, данный человек не будет пускать ни вожжи, ни экран, ни внимание толпы, ничего, будет всегда в центре. Что и делает господин Константинов. Это явная черта настоящего лидера, который не хочет отдавать и не отдаст первенство лица. Не, я понимаю, так что в конечном итоге... Что в конечном итоге? Он хочет от Шора. Вы знаете, хорошо, когда лидер не хочет отдавать бразды, хочет быть первым, если бы существовала мощная позитивная сила, которая идет, творческая сила, организованная сила, которая идет во благо народа. Вот если бы мы видели бы вот этот весь такой вот нажим энергии, направленный на организацию работы законодательного органа, да, на четкое структурирование работы, на принятие определенных законов, не на обострение каких-то ситуаций, не на создание искусственных, скажем так, каких-то ненужных вещей, а на позитив. И если бы такой лидер, а он такой лидер должен быть, он всегда востребован, и он бы направлял бы, в том числе и законодательные органы, и ничего страшного, что законодательный орган имел бы и должен иметь рычаги управлять и направлять исполнительным комитетом, я думаю, что это нормально. Обратите внимание, Михаил, с 2015 года, когда первый заместитель Башкана, господин Чебан, был первым заместителем Башкана, да, и этот первый заместитель Башкана был всегда на заседаниях Народного собрания, ну, депутатам шумели, что нету там того, не нужно было первое лицо. Господин председатель исполнительного комитета в лице Башкана делегировал это полномочия господину Чебану, который в свою очередь бывал в Народном собрании, был в курсе всех дел, понимаете? Вот это очень, очень важно. Вот это исполнительный комитет. Я считаю, продолжаю считать, что Башкан не может совмещать должность председателя исполнительного комитета. Я считаю, что председатель исполнительного комитета или первый зам должен иметь напрямую подчинение Народному собранию. Да, нет, ну это структурные моменты. То есть, возвращаясь к вопросу, уточняющий вопрос. Если можно, как бы, да, ответьте, если нет, да, пойдем дальше. Имеется в виду конфликт, который возник между Шором и Константиновым, да? Имеется в виду, насколько он принципиален, и насколько Константинов готов отстаивать до конца. Потому что или все же есть момент, в котором они могут договориться, исполнительный комитет будет утвержден, и Шор получит полноту власти. Вы третий раз меня ведете к тому, что данный конфликт возник, межличностный конфликт между Константиновым и Шором. Я склонен рассматривать не так данную позицию. Я склонен рассматривать, что это не позиция межличностная между двумя личными. Думаю, что это позиция шире. Я склонен рассматривать это как определенную тактику и стратегию политических элит и местной,
и привнесенной. И я вижу в этом деле, может быть, даже некий сценарий. Какой? Сценарий, определенный сценарий, который реализуется общим мозговым центром и диктует первой, второй стороне, как вести себя. Ну, хорошо, а кто этот центр? Ну, оставим это пока за скобками комментариев. Ну хорошо, а Вы хотите... в чем цель, в чем задача? В чем цель? Ну, давайте так. Михаил, я убежден, что государство, в котором мы сейчас живем, оно не самостоятельно принятие решений, однозначно, а регион такой, как Гагаузия, со своей элитой, скажем так, осталась законодательной элитой, оно тоже абсолютно не самостоятельно принятие своих решений. Я убежден, что и элиту внутреннюю нашу, Гагаузию, гагаузскую элиту и Республику Молдова находятся под влиянием внешних сил, просто эти силы находятся в разных местах. И идет просто мы слышим шорохи тех процессов глобальных, которые происходят вокруг нас. Я постарался... Хорошо. А у вас нет такого опасения, что в случае, если Шор закрепится в Гагаузии, он попытается использовать Гагаузию против Кишинева? Он не то, что попытается, он уже закрепился, и он не то, что попытается использовать, он уже использует. То есть вы то, что говорите, что возможно это будет, я со своей стороны констатирую, что это сейчас происходит. Хорошо, а какие формы это может принять в будущем? Допустим? В будущем какие формы? В ближайшем будущем. В ближайшем будущем. Ну, первое, это бюджетный процесс. Мы находимся на стадии обсуждения принятия бюджета. Местные органы публичного управления должны до конца сентября сдать проект бюджета. НДС есть, хотя и на стадии обсуждения, но он есть. Ряд других бюджетных процессов, которые сейчас, отопительная система, цена на газ, это все заявляется в пространстве, оно сейчас будет. Это будет бюджетный процесс. Республика, на мой взгляд, не сможет удовлетворить все бюджетный процесс, как всегда. В стране не хватает ресурсов, оно всегда не хватало. Безусловно, когда мы дойдем до точки, когда ресурсы будут необходимо нужны, я уверен, что привнесенные финансы со стороны из-за бугра, они будут вливаться Из-за бугра со стороны Шора или... Из-за бугра имею в виду страну извне. Еще раз повторяю, страну извне, я думаю, что она будет поступать из разных стран, не только со стороны Шора. Финансирование Республики Молдова извне политических партий, давайте так, оно было всегда. Вы знаете об этом, что финансировались партии и финансируются сейчас. И кем они финансируются, мы тоже знаем. И не только партия Шор. Финансируются практически все партии Республики Молдова финансировались. В большей степени они финансируются, в том числе и извне. Это не секрет, это различные формы не принадлежат. Одни говорят инфраструктурные проекты, другие говорят другое, но я об этом и говорю, что хочу вести к краеугольному камню. Я уверен в одном, что порядок, спокойствие может быть только когда к власти приходят политики, которые думают самостоятельно. Но для самостоятельности надо выходить к людям и надо говорить с людьми. И люди должны поверить, и мы должны убедить их в том, что местные политики, независимые политики, хотя независимость тоже можно говорить и по-разному, они только тогда может регион, да и страна, в принципе, может на мировой арене занимать какую-то позицию, когда она пользуется уважением, что у него есть лидеры, которые в первую очередь думают о национальных интересах, в первую очередь. Безусловно, национальный интерес, он не может быть сопряжен с интересами определенной территории, да, но я почему-то убежден, проанализируйте действия мировых лидеров тех или иных стран, пользуются уважением те лидеры, которые стойко защищают интересы своей страны, национальной территории. Ну, да, если это, конечно, не популизм, да. Нет, окей, вот вы говорите, что используют бюджетный процесс. Каким образом? Да, раскройте скобки. Ну, посмотрите, бюджетный процесс. Сейчас идет закладывание бюджета. Да, вы знаете, что в Гагаузии запущено очень много, в том числе социальных проектов. Да? Они законодательно закреплены. Безусловно, исходя из того, что если вдруг предположить, что НДС не поступит, это один момент. Если посмотреть на итоги сельскохозяйственного сектора, который в этом году урожай, хотя и кое-какой первой группы был, но цена так резко упала, что мы будем ожидать в 2024 году, первой половине 2024 года, на мой взгляд, очень низких налоговых поступлений. Это будет второй удар. И третий, хотим или нет, но все-таки исполнительный комитет должен обладать определенной практикой, определенным опытом ведения бюджетных процессов, чего мы сейчас не увидим. Я к тому, что, помните, до конца 1 февраля там надо инфраструктурные проекты, потом остатки распределять. Это все должен готовить исполнительный комитет. Судя по тому, какой исполнительный комитет сейчас предлагается, в бюджетном процессе нас ожидают большие проблемы. Сегодня
слышал относительно и начальника главного управления финансов Натальи Дольче, что она не знает гагаузский язык, ее вроде бы значит, преграда в этом, хотя я думаю, что, вы знаете, я думаю, что руководителем, скажем так, управления должен быть, безусловно, человек, который знает язык, да, но никогда не мешало Татьяне Михайловне выполнять свои функции, будучи первым заместителем того или тому подобного. Это специалист высокого класса. Нет, я понимаю. Окей, возвращаясь к бюджетному процессу. Использовать против Кишинева каким образом? Отмывать деньги, привносить какие-то деньги, извини, тем же Шором на инфраструктурные проекты? Посмотрите, Михаил, бюджет Гагаузии будет дыра, нехватка бюджетных финансов центра, потому что, еще раз говорю, те решения, которые принимает центр относительно НДС, относительно других поступлений, оно видно. Впереди реформа. Пока еще ничего не принял. Давайте не принял, но впереди реформа однозначно. Я сомневаюсь в том, что они урежут НДС, но посмотрим. Да. Вы знаете, могу с вами поспорить, что урезание будет, оно будет справедливо, потому что оно справедливо в каком плане? Оно будет сопряжено в рамках действия Конституции. Не может один регион иметь какие-то преференции, даже финансовые, имея единую экономическую пространство. Это однозначно. Другой вопрос, куда эти финансы направляются? Вот это другой вопрос. Посмотрите, за счет того, что это часть финансов, которая остается в результате НДС, там, и подоходные налоги часть других, акцизы остаются здесь. Посмотрите, за все время существования Гагаузии, куда мы их направили? На развитие культуры, на развитие языка? Или на раздрай, или на поддержание тех или иных элит, которые из года в год, сидя в Народном собрании, делясь на группы, делят эти бюджетные деньги на те или иные проекты своим сторонникам. А те сторонники умело эту схему всегда использовали партии, которые находятся в центре республики, кроме последней партии, которая сейчас находится у власти. Остальные все партии республиканские использовали данный режим, зная, что бюджет здесь так сформирован, механизмы они применяли и за счет этого зарабатывали. Так было при Воронине, так было и при демократах и тому подобное. Хорошо, а сможет ли Шор выполнить свои обещания? Вот он уже пошел по СЕОРам. Значит, ни один политик никогда не выполнит, господин Шор тоже не сможет выполнить обещание. На тот объем обещаний, который он обещал выполнить по моему селу, да и не один, вы знаете, 10-ю часть, может быть, он выполнит, но он какую-то часть сделает. Однозначно. Вопрос, как он сделает, какими механизмами и насколько от этого пострадает мой населенный пункт и вместе с моим населенным пунктом пострадает регион, мы еще это увидим. Я уверен, что этого не должно быть. Я вижу, что государство не делает ничего, в том числе и регионе. Мне почему-то кажется, что иногда центральные органы власти немножко то ли закрывают специально глаза, то ли поддакивают, то ли что, не могу понять. Но когда в этом хаосе, который происходит сейчас в Гагаузии, некоторые политики из центра говорят, что вот вы своими руками там наведите у себя порядок, я обращаюсь к 25-й статье Закона об особом правовом статусе. За все процессы, которые происходят в Гагаузии, в конце концов, несет, безусловно, за существование автономии, за процессы, которые не происходят, несет в первую очередь это правительство, центральное правительство, которое наделено определенными ресурсами, в том числе Республики Молдова, безусловно, да, которое наделено определенными ресурсами, в том числе и правовыми, силовыми и тому подобное. Невозможно скидывать на то, что там, видите ли, какая-то партия Шор вдруг, откуда ни возьмись, пришла к власти. А когда она приходила, где мы все были? В том числе и мы, которые проживают здесь, да, или и в Грузии, и где была центральная власть. Это очень много вопросов. Здесь передача не для одного часа. Это глубокий, глубинный анализ. Мы должны правильно понимать, что надо отделять, на мой взгляд, надо отделять госпожу Башкана от партии Шор. Мы сейчас... Ну, как вы ее делите? Потому что если она пришла по спискам партии Шор, ее номинировала партия Шор. Обратите внимание, в чем опасность, на мой взгляд. Хотим мы этого или нет, но каждый третий обманом или как, каждый третий избиратель Гагаузии проголосовал за конкретно, как мы считаем, некоторые считают за партию. Номинированную партию Шор. Нет, вы говорите номинированную, но сегодня в кресле сидит человек, который, согласно решению суда, прошел и сегодня номинирован как Башкан. Нет, я понимаю, это не отменяет того факта, она же не была независимой. Ее выдвинула партия Шор. То есть фактически ставили галочку за партию Шор.
которая сейчас запрещена. Вы знаете, И которая имеет очень большие проблемы с законодательством. покажите мне механизм или посмотрите мне ответственность госпожи, самой госпожи, которая перестала, кстати, заявлять, что вот я и моя команда, да, она сейчас в последнее время об этом не говорит. И я считаю, что она правильно делает, потому что она дочь своего народа, а не член какой-то партии, в первую очередь. Если мы говорим, давайте гаузом делать, надо отнимать. Нет, Николай Георгиевич, понимаете, когда мы говорим эту риторику, мы такое ощущение, что мы пытаемся ее оградить от тех преступлений, которые совершила партия ШОР, и как будто она не была частью этой организованной преступной группы. Михаил... Или вы не считаете, что она часть организованной преступной группы? Сейчас я скажу об этом. Вы знаете, организованная преступная группа или неорганизованная преступная группа, в данном случае партия ШОР, есть решение суда, есть решение Конституционного суда. В данной республике, в данное время данная группа таковым считается. Да. И мы таковыми, и таковыми, и все процессы происходят. От того, что данный выдвиженец, который сейчас занимает первое место первого человека в Гагаузии, скажите мне, от того, что она олицетворяла на момент с этой партией, какой механизм правовой сейчас существует, кроме импичмента или кроме судебного решения Центра, о том, чтобы снять? С того момента, когда это будет претворено, снимут с нее регалии, да, тогда прекратится. Хорошо. Тогда будет другая норма. Два решения вы представили. Импичмент, решение Центра. Да. Мы в Гагаузии, не вы в частности, и не я, да, Да. но в частности в Гагаузии очень многие, особенно те люди, которые сидят в Народном собрании, Да. и те люди, которые их поддерживают, говорят, что мы против любого вмешательства Центра. Вы тоже сказали 25-я статья, я согласен, 25-я Да. статья, Да. но вы же видели, какая буча возникла, когда ЧНА приехала проводить... Нет, дайте я задам вопрос. Да, конечно, да. Когда привели там в Центральную избирательную комиссию, что-то искали там, не знаю, что искали, вы же видели, да, чуть ли не революция была в Камрате, да, то есть как бы руки прочь от Гагаузии и так далее и тому подобное. То есть если мы здесь в Гагаузии не хотим, чтобы Кишинев вмешивался, и если мы согласны с тем, что власть в Гагаузии захватила представитель организованной преступной группы, если, конечно, с этим кто-то согласен, да? И если мы не хотим, чтобы Гагаузия превращалась в вотчину организованной преступной группы, должна ли Гагаузия сама что-то предпринимать? И если да, то кто? И если нет, то скажите, почему? Вы сейчас сказали, что если мы не хотим, чтобы Центр не вмешивался, я так не считаю. Я считаю, что Центр обязан вмешиваться по долгу службы по закону. Он обязан вмешиваться. Он обязан был вмешиваться, когда эти процессы происходили. Если Центр не смог вмешаться, то это проблема. Я отношусь к той категории людей, где государство должно управлять своими территориями, независимо от того, даже если они имеют автономию. Есть определенные ресурсы, определенные полномочия Центра, которые местные органы власти здесь не имеют таких полномочий. Еще раз говорю, и ресурсы. Я имею в виду правовая система, я имею в виду силовой блок и остальное. Слушайте, но если на этой территории происходят какие-то безобразия, в результате каких-то, как считают, безобразий, пришли к власти безобразные, скажем, люди, слушайте, безусловно, это вина того, кто привел здесь, голосовал. Но давайте так посмотрим, а где была вся система государственная, которая должна была обеспечить это? Это первое. Второе. Михаил, обратите внимание, еще дальше мы пойдем. Вот посмотрите, вот если так, мы говорим сейчас еще раз о данной партии, говорим о некоторых, скажем так, давайте я задам тоже вопрос, может быть, не стоило, но задам. В ущерб, может быть, даже какому-то имиджу своему. А когда избиратели не подкупали? Цена другая была. В 2003 году пришел к власти, человек определенной партии платил избирателю по 10 лей. Нет, партия давала ему 20 лей. 10 лей он ставил в карман, а 10... У меня скандал в селе произошел тогда. В 2008 году, когда в 2003 году, на местные выборы, да. Когда в 2008-2009, когда партия коммунистов ушла, пришли, что, не подкупали избиратели? Так это сплошь. Всегда платили, всегда подкупали. Я не могу понять, почему сейчас подкуп избирателей сейчас, который происходил всегда, почему вызвал такой ажиотаж? Подкупали всегда. Скажите, аэропорт, говорят сейчас, а что, в 2015 году не было у нас аэропорта обещанного? Что, не было обещано там, не знаю, что там еще, там электростанции, то-то. Сейчас та же самая схема, работают те же. Вопрос не в том, что кто-то пришел и нас оболванил. Вопрос в том, что мы здесь... Ну, слушай, тогда у меня такой заключающий вопрос. Мы должны это все принять и идти дальше? Нет, мы не должны принять. Грубо говоря, там, не знаю, Михаил, Иткудмады, вообще bakın herkes lamanlasın kendi kabahatını lazım yapsın kendi işine. Yok önce ben göreyim de oradan çayın işlerim o taraftan derler de büyük gagazlar orada lazım süpürsünler de yapsınlar kendilerinde orada toplasınlar tepesinler yerinize onlar yaptılar oradan isteyiz. Ben yaparken o bokluklar geldi sizden buraya siz ne yaptınız orada? Sizde orada değil mi öyle? Sizde hep öyle. Arkeide hep öyle bizde şimdi burada.
Поэтому для нас тема пармана не надо наш волда. Банально говорится. А по-русски теперь можно для наших? Можно, конечно, да. Можно, конечно. Вообще подкуп избирателя и приход к власти, в том числе и у нас в Республике Молдова, определенной партии, это сплошь и рядом, особенно Нет, сейчас. вы говорили, что как бы, когда кто-то из Кишинева говорит, что вы должны тут навести у себя порядок. Я хочу сказать одним тезисом. То, что произошло в Гагаузии, нечего скидывать, что это проблема Гагаузии, это проблема нашей страны. И в этом виноваты как центральные власти, так и конкретно власть, которая сейчас заседает, каждый человек. Безусловно, виноваты каждый человек, который находится в системе, в том числе и каждый примар. Однозначно. Однозначно вам говорю. А примары чем виноваты? Давайте так, я скажу об этом, чем виноваты. Вы знаете, для меня итоги выборов у меня в селе были шоком. Для меня, даже не предполагал такой выход. Я говорю вам серьезно. Говоря потом с коллегами в тот же вечер, из 26 примаров, около 21, все были ошарашены просто выборами, итогами. Это был нонсенс. Я уверяю вас, что некий нонсенс ожидает сейчас и после местных выборов. Но уже шок будет ожидать и другую сторону, в том числе и ту сторону, которая шокировала примар. Которая шокировала примар. Да, и, наверное, самый последний вопрос. Сможет Шор забрать все эти 26 примарей? Если бы выборы местного органа произошли бы в течение месяца после избрания Башкана, я думаю, что речь бы не состояла о меньше, чем 25 голосах. Сейчас... 26 примарей. 26 примарей и всех 20. Я думаю, что это был бы вопрос решен сразу. Сейчас в силу ошибок, я скажу эти ошибки, да, Михаил, но хочу еще с вами сам повторить, тех ошибок, которые сделала эта партия на территории села, на территории Гагаузии, в том числе и так называемым механизмом формирования исполкома и сейчас делает, я думаю, что шансы этой партии на то, чтобы забрать большинство мест примаров, уменьшились. Я, пользуясь слушанием вашей передачи, хочу обратиться к своим коллегам, чтобы ни в коем случае не выдвигались по линии партии. Выдвигайтесь независимо, у каждого примара есть своя партия, это жители своего населенного пункта. Это очень важно. Очень важно, чтобы примар был независимым, политически неангажированным человеком, чтобы он служил интересам своего избирателя, а не какой-то партии. Это очень важно. Примар руководит не только примарией, но он руководит всеми жителями своего села. И он не должен делить свой народ, что вот это люди моей партии, вот это не моей. Я примар для всех жителей села. И ни в коем случае примары не должны поддаваться на выдвижение через какую-то партию, в том числе через партию той ангажированной, о которой мы говорили. Николай Георгиевич, спасибо большое, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Друзья, это был Николай Георгиевич Гатишан, примар села Пишгёз. Это был выпуск «Цены свободы» сегодня. Да, не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео и отправлять своим знакомым и близким. Увидимся завтра в это же время. До свидания.